Доброе утро. Времени 9:30. Я думаю, что мы можем начать. Я вижу, что достаточно много людей подключились к нашему совещанию. У нас еще должна подключиться Ксения Ивановна Габова. Пока что, видимо, какие-то проблемы, поэтому, я думаю, что м, по ходу дела у нее получится это сделать. Значит, сегодня я хотела бы озвучить свое сообщение, которое мне не удалось сделать на совещании директоров 23 ноября. Сообщение касается дальнейшей информатизации библиотек Республики Коми и такого важного вопроса, как единый читательский билет, внедрение единого читательского билета. Значит, для того, чтобы задавать вопросы, можно зайти под авторизацией. Я вот вижу в чате уже несколько человек написали, то есть они зашли как авторизованные пользователи, и поэтому могут писать в чат. Рядом с изображением справа есть чат на Ютубе, и туда можно задавать вопросы. Я его вижу, он у меня открыт на экране. И поэтому можно туда свои вопросы писать. Я в конце, наверное, на них отвечу. Если подсоединится Ксения Ивановна, то она тоже поучаствует в обсуждении и в ответах на вопросы. Также она, может быть, дополнит то, что я вам скажу, если посчитает это нужным сделать. Так, значит, для тех, кто не хочет или не может авторизоваться в данный момент, можно писать мне на почту. Значит, сейчас я вам покажу. Вот адрес, если вдруг кто-то его еще не знает, можете написать мне на электронную почту свои вопросы. Почта у меня тоже открытая, я тоже вижу все, что от вас придет. То есть ваши письма будут у меня отображаться на экране. Точно так же постараюсь в ходе нашего общения ответить на поступившие вопросы. Так, ну и, наверное, приступим. Так. Тема моего сообщения была озвучена как «Информатизация в библиотеках республики. Дальнейшие шаги». Буду я говорить, конечно же, не обо всей информатизации, а только о части ее, а именно автоматизации библиотечных процессов. Как вы все знаете, библиотечные процессы у нас автоматизируются с помощью автоматизированной библиотечной системы APAC Global. И я в сегодняшнем своем сообщении постараюсь как можно меньше, вообще не буду каких-то технические моменты углубляться, потому что на данный момент, вот сейчас, нам нужно принять решение. Мы занимаемся принятием решений. Технические вопросы будут обсуждаться и решаться с непосредственными исполнителями далее по результатам, так сказать, принятых решений. Значит, хотелось бы еще раз напомнить, что APAC Global — это система, которая включает в себя несколько различных модулей функциональных. Эти модули предназначены для выполнения разных функций. Различных функций. В настоящий момент у нас на всю республику внедрен и работает модуль каталогизации, поскольку это самый главный основной модуль, который предназначен для того, чтобы вести электронные каталоги и делать сводный электронный каталог по всей республике Коми. Кроме этого модуля есть еще модули поиск, комплектования. Вы их видите на экране. Коротко о перспективах развития этих модулей сейчас скажу. В частности, модуль поиск. Сейчас, в настоящий момент, вы все знаете, как он выглядит. Это имеется в виду вход в поисковую систему, которая размещена у нас на сайте, на сайтах муниципальных библиотек, когда мы видим форму поиска, простой, расширенный и профессиональный. Та форма, которая у нас имеется сейчас, она очень сильно устарела, сама технология, в которой она сделана. Поэтому в конце этого месяца, по плану, в конце апреля, мы включим новую форму поиска. Выглядеть она будет вот так, секундочку. Вот так вот она будет выглядеть. Это более современная технология. Она, просто имеет более современный, более красивый интерфейс. Там есть несколько новых возможностей, вот в частности отображение обложки, если эта обложка сосканирована. И также будет в нем внедрена версия для слабовидящих, нормальная полноценная версия для слабовидящих. Это будет сделано в конце апреля.
все поисковый функционал останется без изменения. То есть изменится только внешний вид модуля поиск. Поэтому не надо этого пугаться. Мы вот включаем такую форму и поменяем ее на ваших сайтах тоже. Я имею в виду сайты муниципальных библиотек. Тоже будет изменена. Так, далее. Мгм. Вернемся к модулю. Значит, по модулям комплектования я не буду говорить что-то на сегодняшний момент, потому что он частично используется у нас в библиотеке. В том функционале, который используем мы, можем его предлагать для муниципальных библиотек. Обращайтесь к Ксении Ивановне, пожалуйста, и можно получить какие-то консультации. Комплектование работает не полностью, там есть кое-какие проблемы, но в ближайшее время мы эти проблемы решить не планируем, потому что у нас на другие цели нацелена наша деятельность в ближайшее время, в этом году, по крайней мере. Про каталогизацию я уже сказала, он настроен, функционирует, все библиотеки ведут единый каталог библиотек Республики Коми. Про авторитетные файлы хотелось бы сказать, что в этом году у нас активизирована работа по ведению авторитетных файлов. Просто хотелось бы проинформировать, что они существуют, они делаются, наполняются, наши сотрудники создают их, стали более активно это делать. И я призываю пользоваться авторитетными файлами для того, чтобы те записи, которые вы создаете, были более качественные. Модуль циркуляция. В этом году мы внедряем модуль циркуляцию в отделе абонемента и в отделе МБА. Значит, пока что для пользования на республику мы его не предлагаем, поскольку нужно решить, настроить его, решить проблемы, которые с его работой возникают. К сожалению, APAC Global система не такая простая, как хотелось бы, невозможно в ней сесть и начать работать. Приходится очень много настроек делать и различных проблем решать. Значит, когда мы обкатаем этот модуль у себя, мы сможем предложить его библиотекам республики. Ну и, наконец-то, мы дошли до тех модулей, о которых, собственно, мне хотелось бы рассказать подробнее. Это регистрация пользователей, регистрация посещений и отчеты. Значит, эти 3 модуля дают нам автоматизированный учет читателей. Они для этого предназначены. Значит, вот такая небольшая хронология внедрения этих модулей в нашей библиотеке. Запись читателей мы начали вести с 2015 года, регистрацию посещений с 2016 года, и весь 2017 год был посвящен тому, чтобы настроить по посещаемости читателей. Значит, что нам это дает? Так. Хотелось бы, нам это может дать внедрение единого читательского билета. То есть, когда мы регистрируем читателей, записываем их в базу данных читателей в автоматизированной системе, мы получаем базу данных. И, пожалуйста, здесь уже хотелось бы сказать, что единый читательский билет – это не то же самое, что электронный читательский билет. Не путайте, пожалуйста, эти два названия, потому что я заметила в общении с некоторыми коллегами, что единый читательский билет в понятии приравнивается к электронному читательскому билету. Электронный читательский билет я сейчас покажу. Так, секундочку, переключусь. Так, вот в камеру. Вот это вот электронный читательский билет, который мы внедрили в этом году у себя в библиотеке. Вот так он выглядит. Это пластиковая карточка. Для того, чтобы ей пользоваться, нужно специальное оборудование, специальное программное обеспечение, которое подключает это оборудование к APAC Global. И в связи с этим мне бы хотелось сказать, что не нужно думать, что внедрение единого читательского билета потребует от вас бежать и покупать RFID-оборудование. Этого делать не нужно будет. Единый читательский билет предполагает единую базу данных. Так. Сейчас я вернусь к презентации. Так. Покажем.
Что нам дает единая база данных? Единая база данных дает нам доступ, доступ всех читателей с одним билетом во все библиотеки республики. То есть читатель может записаться где-нибудь, допустим, в Усинске, приехать в Сыктывкар, прийти в нашу библиотеку национальную, и ему не понадобится записываться к нам еще раз. То есть он предъявит свой читательский билет, который получил в Ухте, и будет обслужен в нашей библиотеке. То есть предлагается пользоваться одной читательской базой всем библиотекам республики. Конечно же, для того, чтобы отработать эту технологию, нужно начать с небольшого количества. Мы предполагаем, это 3-4 библиотеки, причем одну библиотеку хотелось бы иметь в Сыктывкаре. Чтобы она была расположена здесь. Если у нас будет такой участник проекта, да, сыктывкарский, то мы бы могли порешать с ним проблему дублетных записей. То есть когда у нас один читатель уже записан и в Национальную библиотеку Республики Коми, и в Юношескую, и в Маршака, допустим, и в Брайля, да, или там в централизованную библиотечную, центральную библиотеку городскую. Вот, значит, поэтому мы предлагаем всем подумать и принять участие в нашем проекте в качестве пилотного. Значит, от библиотеки что требуется, от вашей библиотеки что требуется? Вести читательскую базу, то есть читателей нужно будет в базу записывать. Значит, запись читателей у нас уже отработана. Как я уже сказала, мы с 2015 года записываем читателей. Та база, которая у нас велась в Ирбисе, оказалась непригодной для использования в АПАК. И было принято решение, что в АПАК мы заносим всех заново. Это было сделано, оказалось не так уж сложно. И в процессе работы у нас был отработан перечень сведений, которые мы собираем о каждом читателе и вносим в базу данных. Сейчас этот перечень вы видите у себя на экране. Значит, вот такую информацию сейчас вносит наш отдел регистрации в базу данных читателей. Параллельно ведется бумажная карточка. По понятным всем причинам, а именно соблюдение защиты персональных данных, закона о защите персональных данных, на карточке вносятся сведения, паспортные данные, дата рождения и так далее, те, которые мы не можем передавать по интернету. В сведения, которые мы заносим в АПАК, надо понимать, что АПАК-система открытая, несмотря на то, что вы там проходите некую авторизацию для того, чтобы подключиться к базам, все это не защищено, канал передачи данных не защищен, и система смотрит в интернет. Поэтому мы не можем в открытом виде передавать все персональные данные. Значит, по тому перечню, который я вам сейчас демонстрирую, у нас уже принято решение, вопрос с персональными данными решен. Если библиотека решит участвовать в этом проекте и непосредственно начнет вести читательскую базу, мы уже потом в рабочем порядке объясним, как соблюсти закон о персональных данных вот в данном случае. Значит, все эти сведения заполнять, конечно же, не обязательно. Библиотека сама решает, какую информацию о читателе она будет собирать в свою базу данных. Но каким-то образом читателя идентифицировать необходимо. То есть как минимум должна быть фамилия и номер читательского билета, либо какой-то идентификатор. Как минимум. То есть читателя как-то назвать, да, и присвоить ему некий идентификатор, чтобы его можно было найти в системе. Номер читательского билета присваивается каждому читателю. Тут, как видите, мы не стали писать полную дату рождения, только год, потому что для отчетности по форме 6НК нам необходим возраст читателя, по году рождения его можно вычислить. Ну и кроме того, собирается различная информация, по которой нам удобно было бы делать некую аналитику, то есть определить, откуда, из каких учебных заведений к нам приходят люди, чем они занимаются, и таким образом проводить какие-то аналитические исследования, собирать статистику. Так, далее. Значит, после того, как читателя записали, есть еще модуль. Так, прошу прощения.
М, закрыла. Значит, есть еще модуль регистрация посещений. Сейчас я вам попытаюсь его продемонстрировать. Так. Регистрация посещений. Мы, это делаем для того, чтобы получить статистику. Получить статистику, сколько раз наши читатели приходят в библиотеку. Так, сейчас я вам покажу это. Вот сейчас на, экране вы видите страничку из, ну, форму из APAC Global, то, что делают наши библиотекари. Так. Значит, поскольку у нашей библиотеки довольно сложная структура, нам, пришлось ввести такую форму, как вход, проход, вход, выход и проход. Для маленьких библиотек, вот для, допустим, муниципальной библиотеки такая сложная структура не требуется. Вот вы видите, что каждый отдел может отметить, ам, читателя, что он прошел через, этот отдел. В маленькой библиотеке, скорее всего, вместо кнопки "Проход" будет кнопка "Вход и выход". То есть читатель вошел и вышел, да. Значит, смотрите, здесь есть возможность идентифицировать, читателя по РФИДу. Это вот считать радиометку с электронного читательского билета, либо ввести номер читательского билета вручную. Я могу написать номер читательского билета и, сделать проход данного читателя через, мой отдел. То есть еще раз хочу сказать, что единый читательский билет не предполагает покупку РФИД-оборудования и внедрение электронного читательского билета. Хочу это еще раз подчеркнуть. То есть, единый читательский билет — это единая база. Мы специально оставляем возможность ввода ручного, потому что, если к нам подключается другая библиотека и там нет радиометок, то читатель придет, естественно, с бумажным читательским билетом, либо просто скажет свой номер, да, чтобы мы могли найти его в общей базе. Есть возможность ручного ввода, идентификации читателя. Так. Ну и, наконец, что кроме единой базы дает нам, использование модулей, регистрации читателей и запись читателей? Это, конечно же, статистика, отчеты, построение отчетов и аналитика всевозможная, которую мы можем получить. Значит, так. Сейчас я вам покажу пример аналитического отчета. Вот, например, это отчет о посещениях. Смотрите, что мы можем сделать. В данном случае здесь, выбраны категории читателей и сравниваются 2 отдела: абонемент и библиографический отдел. То есть мы видим, сколько всего, ну, за некий период времени, допустим, за март месяц, было посетителей в том и в другом отделе. И эти посетители разбиты по категориям: школьник, студент, специалист, пенсионер и так далее. То есть, для того, чтобы получить такой отчет, эти сведения должны о каждом читателе вноситься. То есть, когда мы заполняем карточку читателя при его записи, мы должны указать его категорию. И, в данном случае вот мы можем выгружать сведения по любому типу информации, которая у нас внесена в базу. То есть если я вернусь вот к перечню сведений, да, вы видите, что, вот если все эти сведения загружаются в базу, вносятся при записи читателя, то мы можем отсортировать и выбрать отчет за любой промежуток времени по категории читателя, по тому образованию, которое у него есть, виду учебного заведения. То есть я могу посмотреть всех читателей, которые учатся в данный момент в СГУ, например, либо в каком-то среднем профессиональном учебном заведении. По сфере деятельности, хобби и так далее. То есть все вот эти сведения дают нам возможность сделать любую сортировку, сделать любой аналитический отчет по посещаемости.
Такие вот плюсы дает введение базы читателей ПАПАК. Поэтому, в общем, мы приглашаем желающих поучаствовать в проекте «Единый читательский билет». Значит, предполагается, что этих участников будет сначала несколько, ну, скажем, 3-4. Мы отработаем технологию, а потом сможем предложить ее на всю республику и включить всех. Тогда у нас будет единый читательский билет на всю республику, и все читатели смогут спокойно ходить в любую библиотеку с одним читательским билетом, им не нужно будет везде записываться. Ну, наверное, вот я все сказала, что мне хотелось бы. Вопросов я не увидела ни в почте, ни в чате. Если вопросы появятся после, их можно задавать, их можно писать на электронную почту мне, можно писать Ксении Ивановне, можно писать на почту директор, мне тоже их передадут. Значит, какой вам больше нравится почтовый ящик? Мы все время на связи, все время открыты. Ну и, конечно же, мы ждем заявки на участие в проекте. Кто готов? У нас уже все настроено, все как бы подготовительные работы сделаны, все обкатано на нашей библиотеке, на наших отделах. И на любые вопросы мы отвечаем и все решаем в рабочем порядке. Я предлагаю участников, кто смелый, поучаствовать в нашем проекте. Спасибо за внимание. Ну, может быть, подожду еще вопросы 5 минут. Я не вижу вопросов, поэтому отключаюсь. Пожалуйста, думайте, принимайте какие-то решения. До свидания.